Всем привет! Меня зовут Лейсан Усманова, я ведущая мероприятий, и мы находимся в штабе татар Москвы. И сейчас мы будем спрашивать молодых людей о важных жизненных вещах. Погнали! Наиль, скажи, пожалуйста, хотел ли бы ты иметь вторую жену? Нет, А почему нет? это ответственность достаточно крупная, даже крупнее, чем у многих владельцев миллиардных компаний. Тяжелый груз. Зовут меня Руслан. Откуда ты? Я из Москвы. То есть ты родился прямо в Москве? Я родился в Москве, да, но мои основные корни – это Казань и Лениногорск. Ты знаешь, мы хотим вот узнать у наших молодых людей, хотят ли они вторую жену в будущем. Нет, только одну. С одной бы справиться. С одной бы справиться. Так, а в чем трудность? В Коране же написано, что вторую можно заводить только в том случае, если ты можешь ее обеспечить всем необходимым, да, от и до. Вот. А при текущих реалиях современных женщин нужно хотя бы с одной справиться. Меня зовут Ильгиз. Откуда ты приехал? Я родился в Москве. О, то есть ты москвич. Да. Девочки, москвич. У меня нижегородские корни. То есть и очень часто я провожу время в родной деревне Нижегородской области, село Петряксы. Как ты считаешь, нужна ли вторая жена? И хотел бы ты вторую жену? Надо бы хотя бы одну обеспечить, потому что обеспечивать более одной нужно быть справедливым сразу ко всем. Мне кажется, это очень и очень тяжело. И в мире даже статистика, если смотреть на арабские страны, у них там не более 1% это именно браки с многоженствами, потому что это очень и очень тяжело быть справедливым ко всем женам. А тем, что в Коране сказано именно, что вы можете иметь до 4 жен, на самом деле это больше статистика, потому что в мире женщин больше. И но если все будут только по одной паре, один мужчина, одни женщины, то останется очень много женщин, не вышедших замуж. Вот. Поэтому и разрешено иметь до 4 жен, но обязательно нужно быть ко всем из них справедливыми. Как тебя зовут? Диана. Откуда ты? Я с Оренбургской области. Нас очень интересует, чтобы девушки попросили бы на махар. Вот что бы ты попросила на махар? Наверное, какое-то такое памятное, ценное, такое, что будет подарено не просто так, а, наверное, с душой. Что вот было на всю жизнь. Это вот что-то именно такое искреннее. Ну, то есть это что-то материальное или можно что-то нематериальное, событие какое-то или что? Это не будет зависеть, это то, что вот человек реально вложит душу, и я вот буду помнить всегда. Это не будет зависеть, что материально или нет. Меня зовут Зарина. Так, вот ты говоришь, что у тебя две родины. Какие? Основная родина – это город Ташкент, Республика Узбекистан. Вторая – это малая родина, моя Башкирия, Уфа. А как ты считаешь, что все-таки твоя родина вот, по рождению? Ты где родилась? Город Ташкент. Так, а сколько ты там прожила? 12 лет. 12 лет. А потом уже оставшаяся часть, получается, вот в Башкирии и переехала, соответственно, сюда. Что бы ты попросила у своего будущего супруга на махар? Я бы попросила, наверное, что-то такое недорогое для себя, чтобы мой муж мог себе позволить мне купить. Наверное, какой-нибудь золотой браслет. Так, а если у тебя муж будет директором Татнефти? Тогда, может, дом у моря. Рамиль. Откуда ты? Из города Ишкаралы. Йошкар-Олы, ну это почти рядом. Поволжье наше родное Поволжье. Как ты считаешь, так ли сильно нужна вторая жена? Согласно исламу, допускается иметь 4 жены, но при условии, если ты относишься к ним одинаково хорошо, да, и обеспечиваешь также одинаково. Но в то же время ислам все-таки говорит о том, что предпочтительно, да, скажем так, иметь все-таки вот одну жену, действительно ее, очень сильно любить, там, ухаживать за ней и обеспечивать ее, да. В прошлые времена, да, там мужчины много умирало мужчин на войне, и, в общем-то, это правило, оно тоже, скажем так, обеспечивает права женщин, да, скажем так, потому что, разумеется, женщине не хочется быть одной, да, ей нужно именно обеспечение, да. Була, ты откуда? Я из Казани. Ты из Казани. Казанчики ты? Казаннан килдең. Сколько живешь в Москве? 18 лет. Так ли сильно нужна вторая жена? Я об этом не думал. А ты женат? Нет. В чем сложность найти вторую половину? Вот что идет не так?
Ну, во-первых, меня родители наставляли долгие годы, что надо искать татарку, надо на татарке жениться и так далее. Что, ну, потом я от знакомых, я даже от русских девушек знакомых, которые вышли за мужей татар, но они говорили то, что вот, ну, что действительно есть ментальные, бытовые вот, различия, и они не способствуют крепости брака. Ну вот если, например, одного вероисповедания, но разных национальностей, возможно ли такое, как ты думаешь, легче ли будет? Ну, если, например, она тоже мусульманка, но не татарка. Да, думаю, будет возможно и легче, и проще. Вот. Ну, помимо этого, еще у вас образовательный уровень должен быть один. Ну, как ты считаешь, в штабе можно найти ту самую? Абсолютно верно, да. Конечно. А ты за этим сюда ходишь? Да. Меня зовут Руслан, Откуда ты? я из Астрахани. О, там сейчас сколько градусов, кстати? Ну, я думаю, что-то около 10 тепла, наверное, я думаю, точно должно быть. Может, даже больше. Хотел ли бы ты вторую жену? А вторую жену точно бы не хотел, потому что одной достаточно, мне кажется. А когда ты планируешь жениться? Вообще, планировал 18 лет, но не получилось, планы не сошлись. И вот, ну, в ближайшее время думаю, что да. А сейчас тебе сколько? Мне сейчас 23 полных. Ну, в принципе, не так далеко ушел, но я думаю, к 25 годам ты женишься. Да, конечно, иншаллах, надеюсь. А, по-твоему, какие качества должны быть у настоящего мужчины? Мужчина должен быть ответственным, вот, добытчиком, то есть, чтобы добывать там, ну, раньше добывали мясо, сейчас добывают финансы, вот, и что еще? Ну, должен быть хорошим семьянином, то есть находить вот этот вот баланс между работой и семьей. Вот. Ну, это, наверное, такие 3 качества. Ну, еще волевой характер такой должен быть. Все, наверное, вот этого достаточно. Со стержнем. Да, с таким вот стержнем мусульман, крепких таких. Вот. Тюркоязычных таких, да, парней? Да, тюркоязычных, точно. Девочки, обратите внимание, у нас в штабе одни ответственные молодые люди. Ну, по крайней мере, они пока сейчас так говорят. Как ты считаешь, какими качествами должен обладать настоящий мужчина? Харизма, характер, ну, то есть внутренний стержень, высоким уровнем тестостерона, конечно же, финансовой и материальной стабильностью высокой. Каждый мужчина должен иметь такой навык, как быть ответственным, чувство ответственности. Где-то мы это уже слышали, правда? Все. А как ты считаешь, что вообще главное, какие качества должны быть у настоящего мужчины? Ответственность, доброта, забота. И чтобы он ценил свою вторую половинку, чтобы сам как бы, ну, был достаточно крепким, мужественным, чтобы, так скажем, обеспечивать ее всем необходимым и быть достойным примером, чтобы у него была какая-то вот такая вот сила и мощь, чтобы за ним шла его девушка, чтобы уважала его. Эльмира, откуда ты? Я из города Буинск, это Республика Татарстан. Что бы они попросили на махар? Дай бог мне хорошего мужа, я только об этом прошу, о махре я не думаю. Не думала. Так, а если встанет вопрос? Серьги золотые, и достаточно этого. Серьги золотые. Ну, выбирать будешь сама. Да. Кортье? Как выберет муж, мне без разницы. Меня зовут Алсу. Что бы вы попросили на махар? Это будет зависеть от того, кто будет моим женихом, какие у него будут возможности и в каких мы будем отношениях, потому что, допустим, если это мужчина, за который я не захочу замуж, я попрошу что-нибудь такое, прям существенное, может, там, дом где-нибудь, не в России даже, ну, то есть то, что он не сможет выполнить. А если, допустим, мне понравится человек, и я знаю, что у него нет какой-то возможности, то пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал, чтобы мы не усложняли наши браки и делали их легкими, потому что это сунна. И, возможно, даже можно было остановиться на одном финике, и в этом был бы баракет и для него, и для меня. Так что, девчонки, если вы не знаете, как отшить молодого человека технично, вы просто попросите у него на махар дом у океана, правда? Именно там. Культурно, интеллигентно и зато технично. Гайсар. Камиль. Гайсар и Камиль, какие красивые имена у мальчиков. А вы откуда? Из Уфы. Башкирия. Какими качествами должен обладать настоящий мужчина? Мудрым. Заботливым. Он должен иметь какую-то свою цель. И жена появится, само собой, хорошая. Я думаю, так. А если он будет как бы бессмысленно волочить свою жизнь, там, туда-сюда, ходить, там, не понимая, что, чего он хочет,
то, в принципе, он будет в мире дезориентирован, и ему будет сложно. То есть он попытается и там, и сям. А как давно вы в штабе? Второй раз. Третий, наверное. Что больше нравится здесь вообще? Какая атмосфера? Ну, дружественная атмосфера, приятные люди. Ну и самое главное, можно завести полезное знакомство, правильно? А как ты считаешь, можно ли в штабе встретить того самого? Конечно, можно. Мы для этого и проводим встречи, и всех сюда приглашаем. А сколько уже пар познакомилось именно в штабе, поженились и живут уже долго-долго счастливо? В этом году? Ну, давай за этот год. Ну, хотя бы там 23-24 вот так возьмем. Ну, в 2024 уже порядка 3 пар. Вот, в 2023 году уже, ну, как мы считали, порядка 15. И то это те, которые там... Это все, которых я знаю, которые у нас там познакомились на всех наших общих встречах. То что, ребята, если будете жениться, делать свадьбу, Приглашайте нас, не приглашайте нас, а я заодно и проведу вашу свадьбу. Как ты считаешь, какой он настоящий мужчина? Ответственный и решительный. Вот, наверное, вот 2 качества. Все остальное может, наверное, варьироваться. Честность, доброта и быть мусульманином. Спасибо большое. Желаем тебе успехов и найти ту самую единственную. Рустем Фаизович, как вы думаете, возьмете вторую жену? Если я сейчас скажу правду, то дома меня ждет оклоу. Знаете, что такое оклоу? Что это? Оклоу. Это большая, тяжелая, длинная скалка. Уклоу. Да. Уклоу. Поэтому правду говорить боюсь. Куркам. Вообще это реально, потому что вот если честно говоря, положа руку на сердце, очень много сейчас, ну давайте говорить, смертей, да, вот на дорогах, мужчины очень много погибают, вот, значит, в разных ситуациях, и женщин намного больше, чем мужчин, да. И бывают случаи, когда, например, с детьми остается одна жена брата или родственника, вот таких случаев много. И вот я как-то все это в теории... Да, мы об этом много говорили, но когда я в прошлом году поехал, значит, на конференцию в город Сарман, Татарстана, вот там у нас в компании из 20 хазрятов у 6 было по 2 жены. Но эта женщина должна принять, и она должна это, как если Аллах так угодно, там есть определенные условия. К сожалению, многие молодежь наша, я хотел бы 2 жены, а до детально вот эти условия не знают. Это связано с бытом, это связано с финансами, это связано с разрешением у первой жены. Мы к этому идем, и скоро в мусульманском мире это будет все больше и больше. Сначала это будет среднеазиатские республики, Дагестан, наверное, Чечня. А потом и у нас в средней полосе это начнется. Уже такие прецеденты есть. В общем, если женщин становится больше, с ними надо что-то делать. И делать обязательно, и делать прямо сейчас. Готовы ли вы стать второй женой? Нет, никогда. А почему? Ну, для меня, если я становлюсь женой, то я буду одна единственная, никак иначе. Ну, хочется быть единственной, первой единственной, чтобы все было внимание хотя бы на меня, на всю мою семью, на моих детей совместных с мужем будущих. Итак, директора Татнефти, обратите внимание, потрясающая девушка. И сразу купите домик у моря, пожалуйста. Желаем тебе найти человека, который подарит тебе дом у океана. А как ты считаешь, какими качествами должен обладать настоящий мужчина? Во-первых, мужественность, целеустремленность, да, то есть он должен быть как бы главой семьи, должен вести за собой, как бы, да, и должен защищать свою семью. Вот. Все эти качества обязательно должны быть в мужчине, а также он должен обязательно обеспечивать как бы свою семью, всех членов своей семьи. А вы романтичный молодой человек? Я считаю, что да. Девочки, обратите внимание. Ну вот такие интересные ответы мы получили. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии, что именно вы думаете по этому поводу. Ну что ж, до скорых встреч, следите за нашими новостями.